Здравствуйте, я Садыков Марсель, обучающийся 9 А класса Октябрьской коррекционной школы номер 19. В своем эссе я хочу рассказать про одну из достопримечательностей нашего города, нефтедобытчика – сотую скважину на горе Нарыштала. Легендарная сотая скважина является символом нашего города и памятником трудовой славы. Ей мы обязаны появлением и развитием города Октябрьского как крупного промышленного центра в западной части Республики Башкортостан. История сотой скважины и история города Октябрьского переплетаются между собой. Это уникальная повесть о нефтяниках, первопроходцах, благодаря которым осенью 1937 года дали нефть первые разведочные скважины, которые находились между деревнями Нарышево, Туркменево, Московка. В конце 1943 года начато строительство и разведочных буровой номер 100 под руководством бригад Андреяшина и Трипольского. Их мечты оправдались, и 26 сентября 1944 года из земли ударил мощный фонтан. Эта победа нефтяников стала ошеломительной не только для Башкирии, но и для всей страны, так как шла война и для фронта нужны был керосин, солярка, бензин для боевых машин, самолетов и танков. Именами первыми буровых мастеров названы улицы нашего города. На одной из улиц, на улице Трипольского, находится наша школа. Героическими усилиями первопроходцев на пустыре, которым назывались Шайтан-Поле, был построен соцгородок для рабочих нефтяников. Ни деревца, ни кустарника, бугры и воронки. И круглый год дуют ветры, как в аэродинамической трубе. В апреле 1946 года соцгородок был переименован в город Октябрьск. В этом году ему исполняется 75 лет. Сейчас город Октябрьск пятый по величине город в республике. Сейчас он является одним из красивейших городов нашей республики, радует взор его неповторимый облик, площади и улицы, фонтаны и скверы, парки и здания. Он утопает в зелени, его называют городом-садом, который расширяет свои границы новыми микрорайонами и растет ввысь. Наш город юбиляр своим рождением обязан нефтяникам и их нелегкому самоотверженному труду. После окончания школы я хочу получить профессию нефтяника и продолжить дело своего отца.